Два случая. Все они завозные, привезенные из-за границы. И в том и в другом случае речь идет о тех жителях ближнего зарубежья, которые долгие годы уже живут на территории России, но вот выезжали к себе на родину, в одном случае в Армению, в другом случае в Киргизию, и вот сейчас приехали. По сведениям правоохранительных органов, они с самого начала приезда находились на режиме самоизоляции. При этом вот как раз анализы, которые обязаны были брать службы Росветнадзора, взятые 5 числа и обработанные здесь в Якутске, они показали предварительно положительный результат. Поэтому сейчас полностью весь контакт этих людей обрабатывается, берутся анализы, но для того, чтобы полностью взять все анализы, потребуется порядка суток. Ну и, конечно же, для того, чтобы максимально сохранить и обеспечить здоровье наших жителей и в Ленском районе, и в Алтанском районе, мною принято решение, еще раз говорю, о распространении данного режима полной самоизоляции на эти районы. Сейчас мы провели видеоконференцию с оперативным штабом Ленского района, Мирнинского района, через который гражданин прилетел из Армении. Но сейчас, через некоторое время, будет проведено соответствующее заседание, а также и уже с оперативным штабом Алданского района. Поэтому еще раз обращаясь к жителям Якутии, надо понимать, что болезнь, она распространяется не только в Якутии, но и по всей стране. Очень много вот случаев именно ввозной инфекции, которая к нам прибыла еще до 1 апреля, и поэтому необходимо самым строжайшим образом режим самоизоляции сохранять. Это самый лучший способ сохранить свое здоровье и здоровье своих родных и близких. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 19 часов вечера 9 апреля. Внимание, уважаемые якутяне, жители города Якутска, Жатая, Нерюнгринского и Мирнинского районов. Стало известно, что в Якутии коронавирусной инфекцией заболел еще один человек. Болезнь продолжает распространяться. Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев усилил принятые ранее меры против коронавируса. Режим самоизоляции стал обязательным на территории ваших муниципальных образований. Вам обязательно нужно находиться дома. Запрещается контактировать с другими людьми.